На площадке Пснахабар представили новые цифровые проекты благотворительного фонда развития абхазского языка имени Пакрата Шинкуба. Команда фонда и партнеры рассказали о разработках, которые должны укрепить позиции абхазского языка в современном технологическом мире. Первым выступил директор по цифровым технологиям фонда Нарт Тлыш. Он представил ключевые направления, над которыми сегодня работает команда. Одно из них – участие в международной инициативе Mozilla Common Voice, создание открытой базы голосовых данных абхазского языка, необходимых для будущих технологий распознавания и синтеза речи. Ари Common Voice, ари датасет, а проект является технология обже технология алкаразухан. Абри юмчеб жицахет мета а модель ебсавартов интеллект модель дара ебцан абри технология инфраструктура проект. وبريفيزا دراي قرطت حرا حداتا ستة الرخية درخوت إزبانزر حرا يارتو أزين راحت ترزق يخبلاك ميتا جوجل يبيبشم أرجانيزاسك رزقي رخية درخور يرلشوي وبريزا درا أباس وبري الله شارع يلمب ناس أريناس حرا حزب شوب أبرت أرجانيزاسك لص يويبشم أبرنامج أبشر بشوزحون يحب أيتجر أبجلا أيتجرا وجو جوجل أجي يخب تكستلا أخاوي ويجي يخب دتشا فونكسيا أريناس أبجلا أكو حويت أريناس يتناقوت يحب يويبشم بشوكا على ناس جي يخب أبجزمو تشات جي بي تي وأبخا حز خطوت أريبيتيتر أرت صايو يبيبشم أباس أرت ياخذ بسوارت منتلكت أجنت كوا أرت ويجي أبسيش ولا يحتخوب يقلار سزة. Еще одно крупное направление – автоматический перевод. Благодаря формированию языковых корпусов и сотрудничеству с Google, абхазский язык уже включен в Google переводчик. Продолжается интеграция и в другие международные AI-платформы, что расширяет возможности цифровизации языка. Нас يجدروت Google جاي قلخت أبسط بسوا يمشربخا يندك شيء قلخت ويجي. أبسط بسوا أي تجرا أخلا أي تجرا أري أي تجاي شرزة دراروس ناس يح يرلصنا قلخوت. С двумя собственными инициативами выступил психолог-психотерапевт и автор IT-проектов Марат Ионов. Первый проект – платформа аудиокниг на абхазском и абазинском языках. Сервис позволит слушать национальную литературу в современном формате и станет важным шагом к созданию базы для синтеза речи. Мне кажется, люди, многие абхазский язык воспринимают как язык, который в городе не должен быть, как-то, не знаю, что-то не городской язык, что ли, да. Я с этим не согласен, я против этого категорически протестую, и мне кажется, как раз новые технологии и новые способы подачи информации должны делать язык современным, да, то есть что мы должны сделать его языком города, и тогда будет все прекрасно, и ничего не будет угрожать ему. И мое видение, что это просто небольшой вклад в виде аудиокниг и этой площадки, которая как-то будет способствовать тому, чтобы абхазский язык становился городским языком. Также есть в планах сделать это пространство общим для абхазского, абазинского языка, то есть здесь будут книги на обоих языках, и люди смогут слушать здесь и в диаспоре в том числе. Второй проект – технология оптического распознавания текстов для абхазского языка. Она позволит оцифровывать печатные архивные материалы и использовать их в документообороте, образовании и государственных цифровых сервисах. Сейчас он тоже уже, в принципе, можно сказать, завершен. Его надо чуть-чуть немножко улучшить, и чтобы он меньше ошибался. И тогда можно будет его использовать в государственных учреждениях, в бизнесе, для сканирования документов, каких-то, как я сказал, сейчас я слышал, есть какой-то проект по созданию что-то аналога, как госуслуги в России, здесь, в Абхазии. Это тоже может пригодиться там.
Свою разработку представил и Давид Смыр, голланд-разработчик компании Wildberries. Его образовательная платформа Upslink помогает изучать абхазский и другие кавказские языки через чтение, аудирование и систему интервального повторения. Сервис доступен пользователям по всему миру и создает современную языковую среду. Здесь изучение идет через погружение, через чтение и слушание. В будущем можно будет еще там добавить различные мультфильмы и фильмы. Давайте покажу. Вот в целом можно увидеть, что здесь можно слушать каждое предложение, понимать, как оно слышится. Здесь можно будет переводить эти предложения, можно переводить отдельные слова в текстах, можно заучивать. Еще одна часть презентации была посвящена энергосбережению. Инженер-энергетик Сандро Данто рассказал, как технологии искусственного интеллекта помогают оптимизировать энергопотребление от домашних систем до крупных промышленных объектов, снижая затраты и распределяя ресурсы более эффективно. Искусственный интеллект, он помогает, может считывать огромное количество данных со всех датчиков, которые присутствуют в наших домах, в нашей энергосистеме, в промышленности и так далее. И этот огромный объем данных он может анализировать и в реальном времени оптимизировать, что позволяет сэкономить нам энергию. Подводя итоги встречи, директор фонда Ливан Мика отметил, что все представленные инициативы – часть стратегии цифровизации абхазского языка, реализуемой при поддержке АУГУ, Министерства просвещения и президента Республики Бадры Гунба. Главная цель – создать современную цифровую экосистему, в которой абхазский язык будет развиваться, сохраняться и уверенно чувствовать себя в будущем. Рабхир гыла набра яхарцях тахаззиги яхетби ахахура дары ду по интернет ахаяхауи апсу хаджрамадзам аврус фиаламай гирта бцфяк парыло по ах излахарху ари харика хцузиги апсфях и итанагот псушала ахаджа харпширт атагыла зааща ахцот убризиги ацхара ду казцо и псабарат баминтеллект яха апсфя харцарц опа уйшта текст квадрует ачкон физлар хазала и лишкает яха барт идудзо и глобал система коего урт а текст корымо пушта апсфя таргар аха ацавища Ахарцароб, ацавещан харцалак, ярбан юта хуамчхака, а туэт абсубзфезухан. Работа фонда продолжается, и специалисты уверены, новые технологии станут инструментом, который поможет сохранить язык и передать его следующим поколениям в современном формате. Заур Кварджа, Абаза ТВ.